Нет, вот правильно просто. Практика добровольно-принудительных сборов существует в большинстве учебных заведений страны. Куда уходят деньги, родителям почти всегда неизвестно. Депутаты считают, что раз поборы остановить невозможно, нужно сделать процедуру сбора денег с родителей максимально прозрачной. Необходима детальная подотчетность, говорят в парламенте. Ученики, чьи родители не платят взносы, подвергаются моральному давлению со стороны администрации школ. Министерство образования неоднократно пыталось запретить принудительный сбор финансов, но это не дало каких-либо результатов. Поэтому я предлагаю сделать этот процесс прозрачным. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы только устроить ребенка в столичную школу, необходимо заплатить кругленькую сумму. Придется доплачивать и во время учебы. Весь этот процесс, считают депутаты, абсолютно непрозрачный. Либо меняется статья Конституции, либо тогда не меняется ничто. Потому что вот эти полумеры, которыми мы пытаемся сейчас решить вопросы, оно жестко наносит удар по принципу и ценности. Эту ценность надо пересматривать. И это давно подошло, это решение. Инициаторы законодательных изменений предлагают, чтобы попечительский совет, который собирает деньги, ежеквартально готовил и утверждал детальный отчет о поступивших средствах, а руководитель образовательной организации предоставлял отчет о расходах. Также попечительский совет должен обобщать отчеты о доходах и расходах и размещать их на стенде образовательной организации. Попечительский совет, который собирает деньги, не имеет юридической силы. Нужен единый документ, определяющий деятельность этих советов. Также инициаторы заявили о необходимости запретить обращаться за финансовой помощью к малоимущим семьям, ученикам, не имеющим родителей. Отсутствие отчета о поступивших деньгах и их расходовании должно служить основанием для увольнения руководителя школы, добавили парламентарии. Канат Каниметов, Алмаз Нурмамбетов, Общественный Первый канал.